Едем в аэропорт, Ниргун. Спасибо тебе огромное. Выручает, как всегда. А то бы я со своими баулами пока собрался, пока то все. Едем в Питер. Хорошая, да, еще? Да, тепло сейчас хотя бы. Тумана нет, задержки точно нет. Да. Главное, что тумана. Задержки не было. Впервые лечу на авиакомпании Якутия. И посмотрим. Вроде как пока все по расписанию. А до этого каким летал? S7, да. И вот набрал гостинцев домой, карасей взял, там, чира на строганину, жеребятина, оленина, что-то еще, по-моему, этого, нельми кусочек, там 3 кусочка нельмы. И надеюсь, у меня там сейчас никакого перевеса нету, и все это выгружу. Довезу. Впервые лечу днем, обычно утром, ночью там вылет. Здесь вот все светится, да, обычно ночью. Вот эта инсталляция, елка, самолет там, да, здесь такая территория возле аэропорта приятная. Ну что, час X. Проверяем, смогу ли я довести гостинцы все. 22,3. Все четко впритык. Первый раз у меня заставили в эту штуку засовывать. Потому что, ну, я в Якутии первый раз лечу, вот там все строго, надо, чтобы багаж подходил. Ох, килограмм в килограмм получилось прям вот ровненько. Ну, даже запасик какой-то у меня остался. Килограмм можно было еще чего-нибудь набрать. А сколько? Ну, ладно. 23. Так что вот, Ниргун, спасибо тебе большое. Передавай привет в Питер всем. Питеру большой привет. Там это тепло, наверное, сейчас. Да, сейчас потеплеет. У нас скоро, наверное, заморозки по-любому в январе будут, и крещенские морозы. Родителям большой привет передавай. Ну, чтобы отлично встретить Новый год в кругу семьи. Как в кругу семьи это важно. И тебя с наступающим тоже. Не болейте, чтобы все было хорошо. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Ну, здравствуй, Питер. 1,5 года я тут не был примерно. И вот мой дружище Мишаня совершил сегодня подвиг. Через весь город по пробкам добрался. Город стоит, да? 10 баллов сегодня. Город есть. А сейчас сколько время, кстати? Сейчас 7 часов. 5 часов. 6. Как раз самое пекло начинается еще. И вот Мишаня меня везет в Сосновый Бор, потом обратно ему к семье возвращаться в Питер, в Янино. Это вообще-то у тебя сегодня будет часов 10, да? Вот, я так и сказал, с 9 до 10 приеду. Ну, спасибо тебе, ты меня очень выручил. Сразу прямиком до дома меня. Долетел хорошо. Первый раз я летел в Якутии прямым рейсом, и, в принципе, все замечательно. Может быть, менее комфортно, чем там S7 я летал, но меня вполне все устроило. И мне, кстати, повезло, прикинь, я наугад, заплатил там за регистрацию билета, а там в Якутии выбираешь просто какое А, ну, допустим, в конце хвоста, в конце самолета и там А. Они сами подбирают. И мне выбрали место, где не было посередине человека у нас. Весь самолет забит, именно у нас вот мы сидим, женщина там вот посередине была свободна, я туда вещи покидали, там вообще класс. Очень хорошо летел, так что вот. Скоро встречу родных дома. Папа на работе. А мама в Питере? Мычим. Мама завтра, по-моему, надо ее узнать, кстати. Ну, что тебя ждет хоть дома, так это?
Мама, наверное. Может, меня никто не ждет, я даже не знаю. Друзья, там я хотел баню сегодня устроить, но поздновато возвращаемся, в воскресенье сделаем. В общем, в этом выпуске я снова покажу вам своих друзей, своих родных. И как я съездил домой в гости к себе на родину. А вот и мой отчий дом. Здесь я вырос. Родные дворы. Все, конечно, сильно изменилось с тех времен. Ну, советских. Ну. Давно бы уже загнулись. Меня рюкзак перевешивает. Дома. Здрасте. Здравствуйте. Я вам мальчика привез. Спасибо. Чиро довез. В целости и сохранности, но немножко не влазит в морозилку. Это я повезу друзьям в Питер. Они очень просили. Мама с папой привозил. Надо вот сейчас немножко хвост отрубить. Вот так вот. Попробуем. Да, померяем пока. Сейчас, если... Мама, а это... Угадай, что? Караси. Да. Маме очень понравились караси якутские. Да, караси вкусные. Я как раз, мне друзья Илья с Марианной Зыковой угостили. Вот жеребятину они дали. Куда мне теперь Карасей. присылали? Илюха, Марианна, спасибо большое за гостинцы. Спасибо за карасиков. Ну вот, Чир в морозилке. Оленина. Спасибо моим друзьям из Орлаха, Наталья Ивановна, Николай Николаевич, жеребятина, караси, и это Нельма. Спасибо большое за гостинцы, вкуснотищи. Будем пробовать. Да, Якутские деликатесы. Так как я Чира везу завтра на день рождения, подарок друзьям, они как раз мечтали попробовать строганину в Питере. Сейчас мы дома немножко попробуем вот отрубленный хвост. Я думаю, тоже будет очень вкусно. Ну и нам хватит, да, в принципе, по чуть-чуть. А завтра уже с друзьями сделаю все остальное. Жень, давай, твой вердикт. Извиняюсь, тут у нас Пробуй. боремся с насекомыми. Давайте, кушайте, пока не растаяло. Макаем соль, перец. Вот. Пробуй. Как, необычно? Вкуснотища. Очень нежное мясо. Вообще прям мягкое-мягкое. Во рту тает. Как сало. Надо быстрее кушать. И она, кстати, ну, оно растает, будет невкусное. Размокшее, да, такое? Оно замороженное, да. И оно, вот рыбаки, когда на рыбалке замораживают сразу, едят, оно прям температуру тела поднимает, энергии придает сильно. Вчера я забыл рассказать, что мы из Питера уехали в Сосновый Бор. У меня там живут родители, там я вырос. Это примерно 80 километров от Санкт-Петербурга. Там находится атомная станция Ленинградская. Сегодня я сразу уехал к друзьям, еду на день рождения. Метро Автово, доехал на маршрутке вот здесь. Я, отучившись в школе, уехал в Питер учиться. Находится моя общага здесь. Прожил тут я около 5 лет. И вот сейчас меня нахлынула ностальгия по этим временам. Сегодня -2, уже ближе к нулю. Погода такая слякотная. И вот я после школы уехал учиться в Питер и прожил там очень долгое время. Пока не переехал в Якутию. Как снимать? Вот так и снимаешь. Вот мы в гостях у ребят. Детки сразу заинтересовались камерой. Это всегда так. Можешь поснимать, взять интервью Алены и Макса. Алена, расскажи что-нибудь на камеру, интервью дай. Ева изъявила желание, потому что Ева делает ему строганину, режет рыбку сырую. Ну, можете хватать, да, вот сейчас складывайте. И перец и соль. Соль, перец, еще Всем привет. двумя кучками. Как хорошо, что есть якутский нос. Дети, давайте на камеру. Гуляйте. Это Ева. Гуляйте. А это что? Это Дима. Вы знаете, что это? Это сырая рыба. Ее можно есть. Продать продукт, конечно. Ну, ваши впечатления давайте. Так, еще
Строганинка питерским друзьям. Фух, это тушенья. Доехала. Жень, Дэн, давай пробуй. Что ты смотришь? Давай. Похоже на соль чем-то. Это куда? Но на борту тает вообще. Это да, это нежнятина. Офигеть, очень Дайте я вкусно. хоть. Дети хотят в YouTube. Ну, детки. Всем привет. Давай, это Дима. К нам Евочка присоединилась. Привет, расскажи что-нибудь. Всем привет, с нами Ева. Я Максим. И Дима. Сегодня мы будем делать... Дорогостоящее оборудование. Ну, пап, мы видео снимаем. Можно мне просто обычный кусок без соли? Вкусом как мокрая вяленая рыба. Вот, да. Да. Показали класс, Да, показали класс. Супер. Я рад, что все довольны. Смотри, давай снимаем. Также соль, перец. Ну вот это ближе к мясу, это, конечно, да. Ну, это же всё-таки, мясо, да. Ну вот и, это наконец, да. угостил друзей строганиной. Довез. Ой, вообще. Может быть, не такой уже на вкус, как у говядины, более такой понежнее. Но еще не насытилась Мясо, запахами. да. Но строганина больше понравится. Вкусно? А мне вот все-таки железятина, наверное, больше. Ну вот, хорошо, что Склоняюсь. каждому свое, да, Да, супер. ближе склоняюсь. Да, а то линия... Ну, вкусно тоже, да, вкусно. За линию это уже было. Спасибо, Якутии. Покататься не успели. Алиса встает на доску, так прикольно с горки катается. На сноуборде, на взрослом. Засовывает ноги, съезжает. Вот это вот прямо у нее как будто поставлено. С этой горки с такой, да? Ну, у нас там в Финляндии. Ага. Ну, да. Вот, хочет, в общем, это... Мы хотим, точнее, съездить. Поставить ее на доску, попробует. Мило не получилось. Ну, то есть мы на лыжи пытались, это страшно. Не может управлять, летит непонятно куда. Не знаю, мы в детстве, помнишь, Гарик? Лыжи так лыжи. У нас были маленькие лыжки. А сейчас с любой горы хоть здесь. Слушай, я легко стал на горную. Только сразу так. Всем привет из прошлого 2023 года. Ну и в завершение мы отдохнем сегодня с родителями в бане на даче. Мама с папой. Температура уже 94. Нагрели. Мама тут сразу все оставляет меня на даче, готовит мне всяких вкусняк. Да, будешь здесь. Папа. Привет всем. Сколько там? 94 градуса. И здесь вот мой предбанник, где я люблю жить, когда я приезжаю к родителям. Здесь очень уютно. Есть телевизор и, конечно же, баня. Душ. Ух. Хорошо, парилка. Давно я тут не был. Ура! С папой мы разминулись. Когда я приехал ночью, папа с работы пришел, с утра сразу на рыбалку. Да. Как съездили, кстати, порыбачили? Хорошо порыбачили. Кислороду было просто много. Хорошо, кислороду. Отдохнули на природе? Хорошо. Да. Да. А рыба? Рыба сказала, это сегодня не мой день. На стадионе не ловите, Не да? день выхода. Да. Ну и что, зато отдохнули, да. Ну, мы там часа 4 побыли. Плотвичка мелкая, там штук 15 поймал, таких небольших маме пожарить. А, так ты говоришь, я думал, вообще пусто. С ладошком. Ну, нормально. Кошкам да маме. Кошкам давай. Кстати, этот способ-то запаривания веника, помнишь, я тебе рассказывал? Поделюсь этим способом. Мне вот в бане в Якутске я увидел, мужчина так делает. Он, смотри, мочит просто, я не говорил тебе, да? Мочишь просто веник сухой, да? Вот его даже не надо прям, ну, помочил и сбрызнул. Так. Убираешь пакет, герметично завязываешь и в парилку кладешь. И она в пакете там за полчаса пропитывается так, что она гораздо лучше, чем вот так вот в воде. Я уже сам попробовал, сделал так. Ну, нет, может быть и да, но, допустим, это потерянные полчаса в парилке. Это она даже, парилка уже была, ну... Она говорит, тут ты уже заранее замочил. Конечно, это я заранее, она вот, мы пришли сейчас с тобой париться, она уже готова. А так бы полчаса, я бы сейчас вот намочил бы ее, ну тут, да. вывесил, и полчаса бы она у меня еще бы, потом бы
Я-то привык, что я в бане, там уже баня-то всегда теплая. Конечно, ты пришел там в То есть баню, там раз сразу, сразу да. вылез, пока там раз сходил, погрелся. Хороший стол. Хороший стол, что, пьем чай. Мама переживает, что мало салатов, мало вкусняшек. Вот Женя подъехал. Всем привет. Мой друг, мы с ним вот вместе жили в общаге в одной. И у нас есть тоже интересная история, когда мы познакомились, приехали из Питера в Сосновый Бор, идем мимо нашего дома, он меня как бы, ну, вместе идем. Я говорю, вот мой дом, я тут живу. Женя говорит, о, подожди-ка, мы же в этом доме тоже жили. А здесь же тоже, а какая у тебя этаж? 5-й этаж. И выясняется, что мы переехали в их квартиру. Ну, это у нас коммуналка же была, да? Четырехкомнатная квартира. У нас была одна комната в четырехкомнатной. А Женя из этой же комнаты с родителями выехал маленький. Ну, ты еще грудничок был, наверное, тогда, да? Сколько тебе? Полгода, не больше. Полгодика, да. То есть, и вот так вот получается, что вот та квартира, в которой мы сейчас живем, наш отчий дом здесь в Сосновом Бору, это вот Женя там с родителями начинал. Такая вот веселая история у нас есть. Ну что, пьем чай после баньки, еще, наверное, пару заходов. И отдыхать, да? Да, и отдыхать. На Завтра работу. на работу с утра отдыхать. Папа работает у нас. Александр Сергеевич Ермаков работает на атомной станции у нас. Там всем-то не рассказывает. Ленинградская атомная станция. Ну, нельзя рассказывать, да? Мама Ольга, не буду рассказывать. Ольга Ивановна Ермакова. У нас инженер-строитель. Титан. Ведущий инженер. Ведущий, да? Главный специалист. Главный специалист. Титан, ваша компания строит... Концерн Титан-2, это очень крупная компания в России. Да почему? В Турции Строим. атомная станция, да? Везде строим. Акуя За вот рубежом это. и в России. Египет тоже сейчас вот начинает Египет строительство тоже, не да? начинает, ведет. Уже ведется фундамент. Полным ходом. Вот. Турция вообще полнейшим ходом. На ПАКШ ходим. Женя, где работаешь? Я в НИТИ работаю. НИТИ, научно-исследовательский институт. Да, а где там это, не буду говорить, это... Это секрет, Это да. секрет. Тебе за рубеж нельзя выезжать, да, я знаю? Да. У нас на даче папа с мамой очень заботятся о кошках. Ну, переживают, кормят. И вот раз, два, три, четыре, пять. Я их сейчас покормил, насыпал им всем. Это охраняет маманька, потому что вон ее рыжие детки и серенькие. Вот это ее дети. Малыши. Ну что, вкусно вам? 9 кошек бегает. Вот эти такие классные, пушистенькие. Меня еще не принимают. Немножко дикие. Ах. Иди сюда. Чуть-чуть. Ну ладно, кушайте. Ты охраняй, да? Ну вот я сбоку здесь, вот тем, кто чужаки. Дает дрозда. Вот приехал на дачу еще отдохнуть. Мне тут нравится поработать, посидеть, помонтировать. Сегодня я выпустил ролик про баню нашу с ребятами. До этого не мог, на самом деле, 2 месяца мне было не очень хорошо со здоровьем. Поэтому и там еще некоторые трудности, в общем, были жизненные. Я их решал. Сейчас сюда приехал, вроде выдохнул, вот реально полегче стало. И начал вот работать. Сейчас буду сидеть делать еще Саха-арену. Еще вот по Якутии 24. Просто вкусно программа была. Они мне разрешили выпустить у себя на канале. Сейчас вот я его подкорректирую и завтра, наверное, выпущу. А это видео, наверное, сейчас я сестру дождусь в понедельник с племяшкой. И ближе к Новому году поделюсь с вами тем, как я приехал в родные края. Да, погода в Питере, конечно, очень необычная. Сильный ветер. 0 градусов где-то. Плюс 2, наверное. Дождь сегодня был. И немного солнца. Вот там Финский залив находится, прям пара километров. А вот и моя бывшая работа в Санкт-Петербурге. Любимая компания. 6,5 лет. Вероятно, мобильная засада. Проработал я здесь. Ограничение 60. 500 метров. Тихо. Как же здорово снова вернуться в Питер. Покататься по городу. Еду встречать сестру на Московский вокзал. С племянницей приезжает Лена. И будем в полном составе. Сейчас раннее утро, 7:30. А вот и сестренка с племяшкой. Тут нам очень сложно остановиться, парковки нету.
сейчас я. О, Новогодний Невский проспект. Так здорово Питер смотрится в темноте. Время 8 утра, 9 час, поэтому еще не посветлело. Сестренку с племяшкой встретил, едем домой к родителям. Сосновый Бор обратно. На кухне суета у нас. Ой! Это нам. Это нам. Ну что вы мне новую красивую тарелку положили? Мама купила. Я купила вам с Васюлей в этом в Максидоме. Да, красивую. Специально для вас. Спасибо. Ну, наконец вся семья в сборе. Доехали постепенно все. Дети, внуки домой. Сегодня у нас понедельник, 25 декабря, скоро Новый год. И у нас сегодня важная дата, помимо того, что мы встретились всей семьей, еще у мамы с папой, можно сказать, кругло, ну не юбилей, да, 41 год уже совместной жизни в браке. Это вот очень большая дата, большой срок, поэтому мы вас поздравляем, это очень здорово. Спасибо. Не все могут себе похвастать таким, ну вот вы можете. Да. Праздничный стол, сегодня понедельник, поэтому у нас такой до Нового года пока все вкусно, скромненько. Но зато есть красная икра еще. Что значит скромненько? Я огурцы домашние 100 лет не ела. Это самый деликатесный. Да-да-да, наши домашние солененькие огурчики. Картошечка домашняя. Ну что, Васюня, Огурчики. рада приехать дедушке с бабушкой? Тут вкусно, да? Я тоже вкусно. отъедаюсь. Ну да. У мамы всегда вкусно. Я тоже похудел немножко за последние 2 Спасибо, месяца. Игорек. Сейчас вот отъедаюсь. Очень вкусно кушаю. И что, мы хотим тогда всех поздравить с наступающим Новым годом. Я думаю, что на этом мы этот сюжет завершим и будем уже готовиться к праздникам. Желаем всем, что, счастья, всего Здоровья. здоровья покрепче, да, Домашних огурчиков. хорошего питания, Семейного благополучия. полезного питания, да, благополучия в семье, Любого благополучия благополучия. в обществе. Ну и самое Счастья главное, в жизни и мирного неба над головой всем. Да. Это самое главное сегодня. Поэтому надеемся, что следующий год, ну, будет, Победа будет за нами. да, будет хороший. А это что? Плохой? Новым годом! Еще раз, да. С наступающим Новым годом. Вместе что-то не получается сказать. Ну, добавь что-нибудь, Васюня. Желаю всем счастья, здоровья и благополучия. Да. Благополучие это мама. Пойдите покажем. Кто-то хочешь добавить что-нибудь еще? Счастья, любви, удачи. Мне? Только не повторяться. А, да, каждый что-то говорит. Ну, мы Не, решили ну я так. столько уже сказал сегодня. У меня словарный запас-то закончился. Здоровье, здоровье и еще раз здоровье. Путешествий, приключений, обучений. Моя тема. Как, кому что, да? Важно. Каждый себе желает, чего ему не хватает. И мечтайте достигать своих мечт. Ставить цели перед собой и достигать их. Пока вы не заметили, вся почти. Всего хорошего. Всем пока. А еще у нас у мамы 19 декабря был день рождения. И вот мы. Мы хотим поздравить ее с прошедшим, мамочка. Спасибо, доченька. Спасибо. Подарочек тебе от нас скромный. Спасибо. Доехал с самого Крыма. Ой. Ой, какая красотища. Ой, мой размерчик. Угадала, Лена, да? Ага. Класс. Ура! День рождения, мама. Спасибо. Спасибо, спасибо.